Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. В Якутии пора абитуриентской кампании в самом разгаре, прием документов начался 20 июня. Для удобства абитуриентов с этого года приемные комиссии всех учебных заведений республики размещаются в Якутском институте водного транспорта. Вот увеличилось ли количество бюджетных мест, как было заявлено ранее, что изменилось в правилах приема, вот сегодня мы это и выясним с гостями в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, сколько сейчас у нас выпускников, да, нынче. По-простому разъясним, какие общие правила выступления. Да, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, коллеги, уважаемые наши слушатели, зрители. Ну, действительно, на самом деле с 20 июня открыли свои двери приемные комиссии всех образовательных организаций, и колледжей, и техникумов, и вузов по всей России. Мы не стали исключением, и мы к этому, конечно, готовились. То есть все здесь коллеги, которые присутствуют, конечно, за много месяцев до этого идет подготовка. И, конечно же, сдача и экзамена по итогам 9 лет обучения, и единого государственного экзамена по итогам 11 лет обучения, это тоже часть подготовки к тому, чтобы иметь право приобрести статус абитуриента. Всего девятиклассников в этом году сдавали экзамен 14 095 человек. Цифры потихонечку растут, благодаря тому, что у нас детей становилось больше в предыдущие годы, поэтому здесь мы движемся. Что касается выпускников 11 классов, то здесь несколько лет подряд цифра не такая высокая. То есть более 8 000 человек в этом году выбрали ЕГЭ для сдачи. Из них, если я не ошибаюсь, 7548 – это выпускники этого года. Уже есть, естественно, результаты. Мы с вами в основном слышали о стабальниках. Но на самом деле это только вершина айсберга. Вот что касается результатов по другим предметам, то оценка нашего Центра мониторинга качества образования федерального, который здесь работает при Минобре Республики, она показывает, что в целом показатели такие же, как и в прошлые годы. Нет серьезных там в ту или иную сторону. Что касается правил приема, то есть определенные изменения. Ну, то, что касается вузов, то это прежде всего то, что теперь не будет волн при поступлении. Нужно будет четко проставлять приоритет, обозначать, и это будет уже служить фактором для зачисления. Ну, то есть, когда ты подаешь документы сразу в несколько вузов, ты должен сразу обозначить, да, ты просто расставляешь по приоритету, и, соответственно, при зачислении уже автоматически будут смотреть, если ты проходишь в тот, который у тебя первый по приоритету. Тебя зачисляют. Тебя зачисляют. Если нет, тебе автоматически предлагается следующий выбор, который у тебя был указан, приоритет номер 2, и так далее, до того момента, как ты попадаешь в число бюджетных мест на тот вуз, ту специальность, которую подавал. Есть ограничения, да, чуть-чуть меньше. То есть, если был период, когда у нас, мы помним, и можно было подавать и на много специальностей, в этом году 5 вузов, и в каждом из них не более 5 специальностей. Но вузы устанавливают свои правила приема. Есть вузы, в которых, например, не более 3 специальностей. Что касается колледжей, то здесь нет ограничений по тому, сколько колледжей ты можешь подать свое заявление, и на сколько специальностей ты можешь подать свое заявление. Колледжи также открыли свои двери с 20 июня. Сроки дольше. И идет поступление по среднему баллу аттестата. Ну и в целом, вы уже правильно отметили о том, что в этом году для удобства абитуриентов мы на базе Якутского института водного транспорта сделали единый республиканский штаб абитуриент 2023, где на одной площадке у нас представлены все образовательные организации, которые есть в республике. Ну вот я думаю, нам как раз представитель Института водного транспорта и расскажет про это подробнее. Да, я рад сообщить всем. Здравствуйте, во-первых. Рад сообщить о том, что Якутский институт водного транспорта открыл двери для образовательных учреждений республики. И мне кажется, это существенным образом упростит выбор абитуриентов. Придя в одно учебное заведение, подает документы выбранное учебное заведение, которое находится друг от друга многие тысячи километров. При этом личное общение крайне важно, потому что абитуриент в этом случае имеет возможность задать вопросы членам приемной комиссии различных учебных заведених. Ну, то есть все члены приемной комиссии сидят вот у вас на институте? Ну, конечно же, не все члены, а представители приемной комиссии. Да, образовательных учреждений республики, и города, и республики. Да, но я бы здесь добавил, да, во-первых, я, конечно, благодарю Ярослава Михайловича за то, что мы уже не первый год размещаем. Там на самом деле несколько приемных комиссий расположено. То есть там штаб
Внутри этого и отдельная комиссия, которая по колледжам и техникумам работает, СПО, и республиканская приемная комиссия для поступления с мерами поддержки, то, что мы говорим, целевики, как за пределами республики, так и на территории республики. Ну и, конечно же, на данный момент мы создали условия, абитуриентов не так много, потому что в этом году, если несколько лет до этого в вузах проводился эксперимент и вошел в режим возможность подачи электронно. Это даже предпочтительная форма подачи через суперсервис поступления в вуз в онлайн. Мы на самом деле не стояли на месте, и по колледжам и техникуму на территории республики мы вели подготовительную работу предыдущие 2 года, и в этом году запустили тоже в полном формате. Через госуслуги и вот через наш центр опережающей профессиональной подготовки мы даем возможность ребятам подавать документы онлайн, поэтому пока физически абитуриентов в этот штаб приходит немного. Но они в основном спрашивают, звонят по телефону, подают свои документы и, видимо, появятся в ближайшие дни, ближе к срокам окончания приема этих заявлений. Ну вот вы упомянули центр опережающей подготовки. Расскажите, вот вообще сколько выпускников хочет в среднее профессиональное образование? Ну, всем добрый вечер. У нас сколько вузы? Да, сейчас в республике 42 колледжа и техникума, из них 40 государственных, 2 частных. И на самом деле вот из года в год спрос на среднее профессиональное образование растет. Не только у нас в республике, но и по всей стране. Выпускники школ очень хотят поступить в колледжи и техникум, потому что идет повсеместное развитие нашего среднего профессионального образования. Если вот в 90-е какие были техникумы, и сейчас, зайдя в двери колледжа, открыв двери колледжа и техникума, можно посмотреть современные учебные мастерские, современных наших преподавателей, очень хорошие условия для проживания наших детей. И от этого, конечно же, растет спрос на среднее профессиональное образование. То есть даже не все те 11-классники, которые выпустились, они пойдут в вузы именно, да? Да, конечно. Есть и 9-классники после 9 класса и после 11 класса. Главное, что нравится детям, когда мы проводили опросы, это то, что короткое обучение, после которого они могут уже выйти на рынок труда, получить профессию, специальность быстро и уже начать трудовую свою деятельность. Ну и интересно, в нашем главном вузе, ну, самом большом вузе, какие там сейчас показатели, сколько заявок подано в СВФУ, да, и ну, мы уже не раз освещали приемные кампании, да, в рамках и нашей программы, и других программ. Понятно, какие самые популярные. А вот, может быть, где-то есть недобор, и мы сейчас про это скажем, что вот давайте подавать туда. Добрый вечер. На сегодняшний день в Северо-Восточный федеральный университет поступило 9098 заявлений. Это на 4396 бюджетных мест. Ага, то есть примерно 2 к 1. Да, самыми интересными, или где больше подают заявления абитуриенты, это, конечно, специальности медицинского института, да, Института математики и информатики, педагогического института и Института зарубежной филологии и регионоведения. А где-то, может быть, вот... Так, ну, насчет недобора, да, это сейчас пока рано говорить, потому что сейчас 10 июля, прием заявления заканчивается 25 июля. Ну, куда меньше заявок, так скажем, подают? Так, ну, мы знаем, что, например, физику очень мало абитуриентов сдало, точнее, школьников сдало, поэтому... Если будут вакантные бюджетные места, то, конечно, мы объявим дополнительный набор. Интересно, почему так? Ну, в целом, вот то, что уже коллеги сказали, я добавлю, что, конечно, как показывает практика последних лет, доля тех ребят, которые, например, после 9 класса идут не в 10 класс, а в 11, не в 10 класс, а идут в колледж, она растет. То есть сейчас примерно у нас в республике 50 на 50 это соотношение. А в Российской Федерации в прошлом году 60% было, в этом году ожидается 63%. Это значительная доля. То, что касается 11-классников, тут вы правы, что у ребят же есть тоже прекрасная возможность по-прежнему поступать в колледжи и техникумы по итогам 11 класса. Так, например, у нас Якутский медицинский колледж, среди наших учреждений профобразования сейчас там самое большое число заявлений, то есть на 350 бюджетных мест примерно 1500 заявлений.
И там ребята поступают только после 11 класса. Ну, и они ведь по-прежнему после окончания колледжа поступают дальше в ВУЗ? Могут поступать, могут не поступать. Нет, в смысле имеется в виду, у них есть приоритет, да? Да, у них есть эта возможность, но здесь, наверное, все-таки ключевой вопрос, который нам задавали, вот вы тоже этот вопрос задали по поводу количества бюджетных мест. Ведь республика очень много отрабатывала в последние годы. У нас, вот, ну, представьте себе, что в федеральных вузах, государственных на территории республики в этом году 6220 бюджетных мест. Сюда, правда, это тоже я обращаю внимание абитуриентов, входят не только программы специалитета, бакалавриата, но это и магистратура, и это и программы среднего профобразования. У некоторых есть, например, вот у Ярослава Михайловича в ЕИВТ это целый блок, это наше якутское, да, командное речное училище, которое тоже очень важно. Ну, а в колледже и техникуме республики мы все-таки ориентируемся на рынок труда, на крупные до рынка предприятия. труда мы еще дойдем. Да, Давайте нет, пока у нас в этом году у нас увеличена контрольные цифры приема по программам СПО в колледжах и техникумах республики. 6712 мест. Вот я хочу еще у ОГИКИ спросить, как у них идет традиционно с заявками. Здравствуйте. Ну, у нас тоже очень горячая пора, как у всех коллег, которые здесь выступили. С прошлого года мы вошли в программу академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток» и стали одними из участников из 37 вузов. Наш вуз вошел в число 8 вузов. Ну и в соответствии с этой программой, которая требует введения новых форм управления, введения креативной экономики, обучение студентов по различным новым направлениям. В частности, мы тоже открываем в этом году новое направление. Это руководитель кино-видео творчества, фототворчества. Ну и вот на 15 мест, которые заявлены были, поступило уже более 50 заявлений абитуриентов. Ну и кроме того, как всегда, конечно же, традиционно интересные для абитуриентов направления, связанные с IT. Это новые такие направления, которые мы открываем. Это информационные технологии в библиотечном деле, информационные технологии в музейном деле. Ну и, конечно, сама прикладная информатика, потому что она у нас имеет определенное прикладное значение, где студенты выполняют очень много социальных проектов. Ну и на сегодняшний момент на 207 мест у нас подано более 600 заявлений. Ну, где-то 3 человека на место в среднем. Да, в среднем 3 человека, в зависимости от той или иной специальности. Давайте прервемся на небольшую рекламу и вернемся в студию буквально через пару минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайв». Мы продолжаем обсуждать приемную кампанию. И сейчас посмотрим небольшой сюжет из как раз Института водного транспорта, где располагается штаб. С 2019 года в здании Института водного транспорта города Якутска каждое лето базируется приемная кампания для набора абитуриентов в центральные вузы страны по целевому обучению. В этом году мы планируем набрать абитуриентов за пределами в образовательной организации высшего и среднего профобразования, за пределами и на территории республики. Количество мест относительно прошлого года увеличилось более чем на 100 мест. Пандемия коронавируса сыграла свою роль. Если раньше здесь было полно людей, то, как отмечают специалисты, сейчас абитуриенты в основном подают свои документы удаленно. Но несмотря на это, если сюда вдруг кто-то заглядывает, то им полностью помогают найти ответы на все интересующие вопросы. Я поступаю именно в Якутский институт водного транспорта, потому что мне очень нравится учебная жизнь, которая здесь происходит. И говорят, что здесь преподаватели отличные. Но родители в основном спрашивают по существующим направлениям, которые мы предоставляем. И также спрашивают в основном по срокам приема и по алгоритмам действия, что необходимо сделать абитуриентам. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Ну что ж, вот посмотрели небольшой сюжет. Как вот действует сегодня, Михаил Юрьевич, система целевой подготовки? Ну, целевая подготовка, вот буквально, в конце прошлой недели мне звонил Матвей Васильевич Мутин, мы регулярно общаемся. Это человек, который был основателем, да, первым директором департамента по организированию подготовки и расстановки кадров республики. Но с того времени, как он правильно обычно говорит, все очень сильно изменилось. То есть остается прежним что? Это желание республики помочь
своим выпускникам, чтобы они поступили в лучшие вузы страны, в лучшие колледжи страны, на те специальности, которые необходимы республике. И вот в сюжете сейчас прозвучало, там как раз Сардана Романовна Белолюбская была, которая возглавляет у нас отдел по сопровождению студентов-целевиков, который со всеми с ними общается. У нас в этом году почти 900 примерно мест, которые будут с мерами поддержки от республики. Это основной блок, это, конечно, медицинские специальности, это креативные специальности, довольно много мы поддерживаем, IT-специальности, ну и так далее по отраслевым проектам, как мы говорим, целевой подготовки. Из особенностей серьезных это то, что в отличие от того, что было раньше, на федеральном уровне наконец-то были приняты решения. То есть Михаил Владимирович Мишустин за последние 3 года 3 раза были внесены изменения в концепцию, да, и в подготовку по целевой подготовке. Теперь целевиком могут стать не только на этапе абитуриентства, но и на любом этапе обучения. То есть на 2-м курсе, на 3-м, на 4-м можно стать тоже студентом целевиков, заключив соответствующий договор. И это важно, это приближает обучающегося и работодателя друг с другом, сближает. Ну и, конечно, тоже принципиально важным это мера ответственности. То есть на данный момент целевик – это человек, который на себя принимает значительные обязательства, связанные потом с отработкой не менее 3 лет. Ну и, конечно, на целевую подготовку очень серьезное такое влияние оказало развитие вузов на территории республики. Потому что 31 год назад этого не было, когда создавалась целевая подготовка, и мест было меньше, и специальностей было меньше, спектр был меньше. Сейчас многие, конечно, имеют возможность обучаться на территории республики, и это существенный новый фактор. Ну, получается, это трехстороннее соглашение, да? Работодатель, студент и вуз. А сколько вузов, кстати? Вот раньше было прям 300 вузов, если я не это ошибаюсь. тоже вот к вопросу о том, что раньше в Красноярске было 7 разных вузов, очень серьезных отраслевых. А сейчас это 1 Сибирский федеральный университет после объединения. Ну, поэтому понятно. мы этот момент тоже проходили, обсуждали. Сейчас у нас 142 вуза-партнера в разных регионах республики. Страны. Страны, прошу прощения. Есть 24 наиболее крупных города, где у нас большая концентрация наших обучающихся. Появились новые центры. Это, например, и Воронеж, это и Курск, это и Краснодар по самым разным направлениям. Ну и у нас по-прежнему работает институт представителей. Это те люди, которые на местах в 11 городах страны помогают, оказывают содействие. На самом деле не только целевикам, тем, кто обучается с мерами поддержки от республики, но и просто нашим землякам, которые получают образование в том или ином городе страны. И вот соотношение, интересно, как вот между запросом работодателей, да, и количеством этих мест. Это вот как-то регулируется, вы за этим наблюдаете? Да, Государственным комитетом занятости населения формируется ежегодно прогноз кадровой потребности республики на 7 лет. Вот, и в целях вот этого формирования разработана была информационная система прогнозирования кадровой потребности. Сейчас в данное время, например, уже каждый работодатель должен пройти опрос, анкетирование на базе вот этой платформы. И вносятся различные первичные данные, исходные данные. Это и статистика, это и данные экономики и так далее. Вот на основе вот этого всего информационная система формирует прогноз на 7 лет. На основе прогноза уже прогноз утверждается решением правительства, распоряжением правительства. И на основе прогноза Министерством образования формируются контрольные цифры приема и план набора на целевое обучение. Ну, давайте послушаем мнение работодателя. Железные дороги Якутии у нас на связи, да? Да. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы вас пока не видим. Вот, здравствуйте, теперь мы вас видим. Здравствуйте. Вот расскажите, как у вас в этом году по набору на целевые места? Где вы учите своих будущих сотрудников? Акционерная компания «Железные дороги» уже давно работает по вопросу подготовки кадров для железной дороги. Мы, значит, заявки подаем сначала в Министерство транспорта, потом это идет все в Министерство образования, и все проходят в Министерство и так далее, а потом, значит, дает нам целевые места, конечно, правительство. В этом году, конечно, очень хорошо, да, у нас целевых мест много.
Мы обучаем за пределами республики в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, это город Хабаровск, и факультет вот этого университета, он называется Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. В этом году заявлений, к сожалению, мало. Я сегодня тоже выходила на новый день. Заявлений мало. И, конечно, многие хотят, звонят и спрашивают про IT специальности. А нам нужны инженерные специальности. Инженер-механик по ремонту локомотивов, инженер-механик по ремонту вагонов, организация перевозок и управления на ЖД-транспорте. Так, еще строительство железной дороги и путевое хозяйство, строительство и ремонт мостов, автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. Но помимо этого, конечно, есть телекоммуникационные системы и так далее, которые интересуют нашу молодежь. И девочки, и мальчики звонят и все спрашивают, найти можно? То есть мода на IT, а в инженеры идти не хотят, да, получается? Ну, по нашей специальности. По нашей а сколько они потом будут зарабатывать в среднем? Это же всех интересует, абитуриентов. Зарплата? Да. Но мы одна из немногих, наверное, работников, работодателей, которые прямо за каждым выпускником гоняются, хотя некоторые по разным причинам не хотят ехать в Алдан, Томмот, Нерюнгере, Нижний Бестях. Вот. И мы их принимаем, мы их, значит, их обеспечиваем местом прохождения практики. И, конечно, у нас средняя зарплата 70 тысяч. А вот те ребята, которые локомотивы, специальность локомотива заканчивают, они со временем сдают там минимум и так далее, и потом становятся машинистами тепловозов. Вот они могут получать от 150 тысяч. Ага, понятно. А что-то грозит потом этим целевикам, если они вот отучились по вашему направлению и не хотят потом ехать в Алдан? Что им будет? Их заставят выплачивать? Конечно, до 1 сентября мы их ищем, за каждым гоняемся, а потом защита информации идет в Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия. Там есть у них определенный прямо отдел, который хорошо работает, и, значит, вот находит этих ребят и, конечно, требует или обоюдном согласии, или через суд возместить те деньги, которые стратил бюджет республики. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы подробнее спросим как раз у Министерства образования. Пользуясь моментом, хочу призвать молодежь нашей республики, родителей. Пожалуйста, обратите внимание на железную дорогу, которая имеет очень большую перспективу. Вы сами знаете, что мы будем строить до Магадана, еще дальше пойдем. Вот детей направьте, пожалуйста. Ага, спасибо. Ну что ж, Михаил Юрьевич, давайте расскажем, что грозит целевику, за которым вот гонялись до 3 сентября, обучали. Да, ну, во-первых, что грозит целевику, это очень хорошее, это то, что мы реализуем отраслевые проекты целевой подготовки. Вот как раз ЖД это один из таких примеров. Это компания, которая работает со школьниками, организует олимпиаду, выезжает непосредственно в места, которые прилегают не только к самой железной дороге, но и в другие населенные пункты, помогает при прохождении практики, принимая и оплачивая эти расходы. И дальше, конечно же, ждет, как выразилась Надежда Ивановна, что они прибудут к месту работы. Те, кто обучается с мерами поддержки от республики нашей, целевики, они должны отработать не менее 3 лет после окончания. А если вот они не приехали? Механизм выстроен. Например, в прошлом году 12,5 миллионов рублей было возвращено в государственный бюджет республики теми, кто по каким-то причинам свои обязательства не выполнил. Причем это не только те, кто не пришел после окончания на работу, но это и те, кто был по разным причинам отчислен в ходе обучения. По их причинам, которые не связаны с объективными факторами. В этом году, мы тоже это так называемая претензионная работа, мы активно занимаемся, считаем это правильным и честным, когда те, кто занял чье-то место, обучался и потом не прибыл к месту работы, они должны эти расходы возместить. В этом году, я сейчас тоже посмотрел, мы пока претензионную работу открыли в порядка 78, по 78 примерно нашим выпускникам. Значительная часть тех, кто, например, отчислился по каким-то причинам, по неуспеваемости или что-то, они возвращают деньги, то есть достаточно законопослушными у нас становятся люди. Если же нет, то это рассмотрение в судебном порядке, и, насколько я помню, и надеюсь, это так и останется,
крайний раз, когда мы проигрывали дело, это было где-то в феврале-марте 2017 года. А Госкомзанятость как-то в этом участвует в процессе? Госкомзанятости в этом процессе, конечно, участвуют. Мы с Министерством образования вообще в деле подготовки кадров очень тесно взаимодействуем. И те ребята, которые... У нас мониторинг трудоустройства выпускников имеется в функциях, поэтому каждого человека, выпускника, который не подошел по месту трудоустройства к заказчику, к работодателю, мы их тоже ведем перечень и потом уже передаем в Министерство образования. Мы работаем с каждым министерством отраслевым и работодателями, которые прописываются в четырехсторонних соглашениях. Ну, конечно, для нас каждый важен, поэтому есть, конечно, те, кто желает, например, продолжить обучение. Это тоже, если работодатель, заказчик с этим согласны, то есть, например, второй уровень образования, тогда это законным образом. Давайте об этом мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. На Якутия Лайф мы продолжаем обсуждать приемную кампанию этого лета. И, значит, мы вот с вами начали обсуждать целевые места, да, до перехода на рекламу. Вообще, получается, у абитуриента есть возможность попасть на бюджет. Это раз, количество бюджетных мест у нас было увеличено в этом году. Во-вторых, значит, есть возможность заключить договор с работодателем, но тогда отработать по месту работы. Ну, либо учиться платно. Вот какие сейчас расценки, интересно? Вот в среднем, вот вы сказали, самые популярные специальности, там, медицина, и так далее. Сколько стоит вот обучение? У нас действует сниженная стоимость. Например, на программы бакалавриата и специалитета 130 тысяч рублей в год. Ну, можно платить по семестрам, по 65. Это на какую специальность? Это на программы бакалавриата и специалитета. И на программы магистратуры у нас 150 тысяч рублей в год. Да, тысяч рублей. Это в среднем, но по специальностям же по-разному. По специальностям, ну, в зависимости от того, что, например, это же суммы от 130, да? И если абитуриент набрал вот, бакалавриата 210 баллов и выше, средний, ну вот общий балл ЕГЭ, да, то он, сниженная стоимость будет 130 тысяч рублей в год. Если просто более 160 баллов ЕГЭ, да, то он получает ну, где-то 140 тысяч рублей в год. Да. То есть в зависимости от того, опять же, какие у него баллы. Если ну, баллы выше, учишься хорошо, короче, платишь меньше, правильно? Я поняла. Ну вот медицина, вы сказали, самая популярная специальность. Сколько стоит медик обучиться в год? Ну, то же самое, если бакалавриат или специалитет по этим же оценкам. А дальше? Дальше, если это ординатура, то 172 тысячи рублей в год. Ну, вроде как не очень дорого. А у вас сколько стоит? Ну, мы творческий вуз, поэтому реальная цена где-то получается, в зависимости от специальности, от 450 до 500 и более тысяч. Но у нас тоже действует в виде поддержки наших абитуриентов специальная пониженная цена. И она тоже в пределах 130-150 тысяч в зависимости от направления. Так, подождите, а вот эта вот сниженная цена, она для кого действует? Я вот это вот... Для абитуриентов. Для всех? Нет, не для всех. По критериям. Вот давайте подробнее про критерии если тогда. Вот медицинский институт брать, да, то кто закончил малую медицинскую академию, вот, медицинского института, то для этих выпускников вот действует как раз... ну вот они рассчитывают на сниженные. Хорошо, а полная цена тогда какая, вы мне скажите? Ну, полная цена... Тоже 400-500? Нет, от 280 тысяч рублей. А 280, ну это же другая уже история совсем. Ну, здесь, наверное, тоже надо правильно говорить о том, что, конечно, эта стоимость обучения, она ведь установлена учредителями этих вузов. То есть это та стоимость объективно, ниже которой ну, просто нереально организовать нормальное обучение. Именно поэтому же вот за последние годы
настолько сильно изменилось в нашей стране количество частных вузов, коммерческих вузов. Их просто практически не стало, потому что мы помним, что когда они работали активно, они ведь предлагали нереально низкие стоимость, которая не соответствовала тем затратам, которые необходимо понести, чтобы дать качественное образование. Поэтому это тоже такой процесс. Поэтому это стоимость, по которой они получают и контрольные цифры приема, и организуют и преподавателей, и техническое перевооружение. Ну, то есть средняя стоимость без скидок, она вот 400-500 тысяч рублей в год, правильно я понимаю? Ну да, ну, конечно, вы правильно задавали вопрос, вот Алексею Иннокентьевичу, что от специальности зависит. Также, там, скажем, восточные языки одно, у технарей и инженеров другое, у филологов третье, потому что затраты у на педагогов четвертое, разные. Затраты на педагогов, на техническое оснащение, лабораторный комплекс, то есть, то есть естественно, если медикам или там химикам нужна лаборатория и так далее, то оно... Но вот очень правильно Станислав Семенович отметил о том, что у них творческий вуз. Конечно, республика поэтому специально по решению вот как раз Алексея Сергеевича Николаева у нас уже несколько лет действует программа наша, республиканская, которую мы совместно заключили с учредителем АГИКИС, Минобрнауки Российской Федерации, о поддержке подготовки в данном вузе. То есть мы ежегодно 47 мест дополнительно республика заказывает, потому что мы хотим развиваться в сторону креативных индустрий. А в прошлом году, например, у нас наш подведомственный колледж технологии и дизайна, он сейчас сменил свое название, называется колледж креативных индустрий. И по анимации, и по рекламе, и по фото, и по звукооператору. Целых 6 новых специальностей открыли, где появилась возможность у абитуриентов прийти и получить программу СПО. Хорошо, я поняла. А вот у вас есть тоже платные места? Есть платные Сколько места стоит? По среднему профессиональному образованию, по высшему 297 тысяч, по высшему образованию более 200 тысяч, по среднему профессиональному образованию. Все, примерно я расценки поняла. Ну и интересно, вот в среднее профессиональное образование, там, наверное, стоимость пониже. Да, стоимость пониже, но где-то тоже, ну, в среднем 120-150. Тоже зависит от специальности. Да, зависит от колледжа, зависит от района и от специальности. Ну, есть и меньше, да, то есть порядка 50-60 тысяч, это тоже зависит от того, какая группа, сколько ребят набирается. Есть ли при этом бюджетная составляющая? Ну вот не за всех могут заплатить родители, и есть, ну вот вы как выход, образовательный кредит. С нами на связи представитель одного из банков. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про образовательный кредит. Да, сегодня получить образование возможно с образовательным кредитом. Этот кредит оформляется для оплаты любой формы обучения в колледжах, университетах, институтах, академиях, имеющих гослицензию. Кредит можно оформить как для оплаты обучения целиком, так и для оплаты одного или нескольких семестров в зависимости от потребностей учащегося. Студент фактически платит только 3%, оставшуюся часть процентов банку компенсирует государство. Оформление кредита возможно с 14 лет. Единственное ограничение – до 18 лет требуется письменное согласие родителей. Трудовой стаж при этом поступающему не требуется, и по кредиту устанавливается льготный период. Это срок обучения плюс 9 месяцев. В это время оплачиваются только проценты, а уже после окончания обучения студенту как раз дается эти 9 месяцев на поиски работы, и после этого начинаются платежи по основному телу кредита. Ну и любое досрочное погашение кредита возможно без каких-либо ограничений. То есть это выпускник, абитуриент сам оформляет на себя и сам потом расплачивается, когда начинает работать. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Вот, и про школу 21 просто пару слов. Она бесплатная, я так правильно понимаю. Это вот... Совершенно верно. Это бесплатный проект Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может получить востребованное образование в сфере IT. В июне этого года в рамках Питерского экономического форума правительства Республики Саха-Якутия подписали со Сбербанком договор, соглашение о сотрудничестве заключили о взаимодействии в области информационных технологий. И уже на 28 августа этого года запланировано открытие кампуса и старт первого отборочного интенсива. И правильно я понимаю, что там могут даже возрастные участники поступать? Конечно, возраст не ограничен. Главное, чтобы было старше 18 лет. И какое-то специальное образование в сфере IT до поступления в школу 21 не требуется. Ну, просто будет большой конкурс. Понятно. Спасибо вам большое. Вернемся в студию. У нас есть
еще пара минут, потому что я думаю, что гостям есть что добавить. Добавить, да, наверное, можно. Приглашаем на обучение в Якутский институт водного транспорта. У нас 180 бюджетных мест. У нас для плавающих специальностей среднего профобразования полное питание трехразовое, качественное и обмундирование от носков до зимней шапки. Также востребованные специальности в ЖДЯ и так далее, электроэнергетика, для того, чтобы абитуриенты знали, куда идут, да, это вот очень важно вести профориентационную работу. Потому что действительно дорого, да, нужно выбирать так с умом, чтобы не ошибиться, а не чтобы там, как можно было раньше, там, туда поступил, там не понравилось, сюда поступил, там не понравилось. Вот профориентационная работа, она... Ну да, вот у нас в республике реализуется профориентационная работа. Есть очень хороший проект «Федеральный билет в будущее». Центр опережающей профессиональной подготовки является там оператором. Ну что по профориентации главное? Мы должны понимать, что классные часы и экскурсии, разные встречи с людьми, они не могут полностью сделать профориентационную деятельность для школьника. Мы говорим, что школьнику надо попробовать профессию руками. И вот сейчас в школах внедряется единый профориентационный минимум, по которому каждый школьник должен пройти профессиональные пробы, профориентационные уроки, чтобы какое-то иметь представление о профориентации. И несмотря на то, что какие тренды сейчас действуют в мире, все-таки и школьникам, и их родителям советуем, что все-таки ребенок всегда бывает талантлив в какой-то отрасли. Последний у меня вопрос, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет? Ну вот IT, понятно, какие-то неочевидные, может быть, еще есть? Ну, это формируется в рамках тоже прогнозирования кадровой потребности. Кстати, вот этот прогноз тоже нацелен на профориентацию, поэтому родителям и ребятам, которые тоже будут уже в последующие годы поступать, тоже рекомендую с ним ознакомиться. Он имеется на нашем сайте. То есть вы сейчас не скажете, надо прогноз читать на сайте у вас? Да, а так, конечно, есть такие специальности, ну, по отраслям это строительство, добыча полезных ископаемых, здравоохранение, образование, IT. Ну, то есть учителя и врачи нужны будут всегда, да, чтобы... Конечно. Транспорт и энергетика. Ну, нет, на самом деле много, и вот сейчас тоже коллеги говорили, СБЕР-21, но они же просто сказали про IT-специальности. Это не есть предел мечтаний, это на самом деле уже текущие, настоящие. И вот наш, например, Покровский колледж, тоже наше учреждение республиканское, они в этом году лицензировали новую специальность, связанную, это техник по медицинского оборудования. Это стык на самом деле IT и медицины. Вот мы сейчас на это нацелены, потому что это действительно очень много специальностей, которые новые совершенно появляются на основе прошлых старых специальностей, которые раньше работали. Ну, что я могу от себя добавить, что помимо, значит, сайта тогда и прогноза на сайте Госкомзанятости можно изучить такую полезную штуку «Атлас будущих профессий» называется. И там можно прогноз, пройти еще там, психологическое тестирование. Да, нужно пройти. Ну что ж, спасибо всем участникам и всем абитуриентам. Желаю удачного поступления в тот вуз или среднее профессиональное учебное заведение, которое вы выбрали. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на Якутия 24 по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.